дорожают уже пятый месяц подряд. Цены на продовольствие продолжили рост. Насколько это ощутимо для региональных потребителей? Бескомпромиссные схватки на 3 татами. Во дворце спорта «Магаз» проходит открытое первенство СКФО по дзюдо среди юношей и девушек. Маленький гений приютил пернатых. На территории столичного детского сада установили скворечники и кормушки для птиц. Дети тоже внесли свою лепту. На телеканале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. Цены на продовольствие растут. В октябре-ноябре в среднем выросли на 3%, а за год на 6%. Больше всего подорожали зерновые, сахар, молочная продукция и растительные масла. Основные причины – неблагоприятная погода и, конечно же, пандемия коронавируса. Насколько ощутим такой рост для региональных потребителей, выяснил Зелимхан Калоев. Намного поменялись цены, вот если сравнить? Ну, я говорю, вот на 30-40% поменялись. Цены меняются словно настроение осенью. Одни покупатели говорят, скачок незаметен, для других, напротив, он явно ощутим. Примерно это тумщутумдес или же дукадес? Те же самые 20-30 рублей иногда сильно бьют по карману, ведь закупаться приходится каждый день. У всех продавцов одно оправдание: не мы такие, жизнь такая. Цены лавируют в зависимости от ситуации на рынке и, следовательно, ответных мер поставщиков. Минимум от того, что все. Вот виноград за 130 мы берем, так 150 не легкош. Яблоки по 70, по 80 берем, по 100 продаем. Мандарины по 80, по 100 рублей. Если на фрукты и овощи рост цен не такой высокий, то стоимость продуктов первой необходимости растет изо дня в день. К примеру, несколько месяцев назад 10-килограммовый мешок сахара можно было купить в среднем за 400 рублей. А сейчас придется раскошелиться на порядок больше, от 500 до 600. Подорожала и мука. 50 килограмм, которые стоили 1100 рублей, теперь на 200 рублей дороже. А литр подсолнечного масла вместо 80 теперь стоит 126 рублей. $16 рублей добавили и на куриное яйцо. Несущественно поднялась цена и на чай. Но продавцы уверены, после повышения стоимости на эти продукты следом подорожает и все остальное. А вот что интересно, пока цены на готовую продукцию, такие как салаты, мясные блюда и рыбу, не повысились. Скачок цен очевиден, а с таким расчетом о том, что будет твориться в магазинах перед новогодними праздниками, остается только догадываться. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, новости 24. И данные по коронавирусу. За последние несколько дней в России резко вырос коэффициент распространения COVID-19. Этот показатель практически во всех регионах выше единицы. Число выявленных больных за сутки снова выше отметки 22 тысячи. Всего выявленных зараженных за все время пандемии около 2 миллионов. В Ингушетии коронавирус за сутки выявлен у 74 человек, всего заболевших 8331. За сутки скончался еще один пациент, в этом списке теперь 104 человека. В регионе проходит открытое первенство СКФО по дзюдо среди юношей и девушек 18 лет. Церемония закрытия и подведения итогов пройдет в понедельник во дворце спорта. Около 500 участников, более 15 весовых категорий. Турнир проходит без зрителей по понятным причинам. Итог первого соревновательного дня для наших дзюдоистов – 7 путевок на всероссийское первенство. Чем запомнился второй день, расскажет Харун Аздоев.
Первенство СКФО 2020 года по дзюдо – это хорошая проверка того, как тренеры и спортсмены работали в условиях сложной затяжной карантинной ситуации. Одним оно откроет дорогу на главные отечественные старты, других, можно сказать, оставит без переэкзаменовки на второй год. В этом году в состязаниях принимают участие более 500 спортсменов со всех уголков Северного Кавказа. Разыгрываются медали в 10 весовых категориях среди юношей, а в 8 выявляют сильнейших среди девушек. Нашу республику на турнире представляют более 60 дзюдоистов, отобравшихся на региональном первенстве. Рамзан Султыгов, воспитанник клуба «Динамо», проделал тяжелый путь, чтобы попасть сюда. Переболев коронавирусом, юный атлет упорно готовился за возможность оспорить право участия во всероссийском первенстве. И теперь, глядя, как он легко укладывает соперника на лопатки, кажется, что Рамзану все под силу. Схватка длилась минуту где-то 2. Соперник был не очень тяжелым. Выиграл японом с колен. Сегодня это была моя первая схватка. Еще осталось 4 схватки. Надеюсь, выиграю путевку в Россию. В этом виде спорта нет агрессии, ее заменяет дух соперничества и стремление к победе в честном поединке. Среди участников первенства СКФО этого года немало представительниц прекрасного пола, которые, отобравшись в первый день, пришли поддержать партнеров по команде. Адель Таболова, победив в 4 схватках, поднялась на высшую ступень пьедестала, тем самым заработав путевку на первенство России. Я в прошлом году проиграла и очень хотела выиграть, так что я очень долго настраивалась морально. И эта победа для меня была очень значимой и важной. Организаторы турнира приняли все меры санитарных норм и максимально разделили группы выступающих так, чтобы участники как можно меньше пересекались друг с другом. Несмотря на все это, для участия в соревнованиях вызвались сильнейшие дзюдоисты со всех регионов округа. Отсюда и запредельный уровень конкуренции. Возможно, кто-то из этих ребят – будущие победители Олимпиад и чемпионатов мира. Смысл этих соревнований заключается в том, что выявить участников финала России, который может быть, если по болезни будет не отменен, в декабре, а если перенесут в январе. Все зависит от болезни, поэтому мы стараемся завоевать больше путевок. Смысл, что обязательно он первый стал, или второй стал, третьим стал, это не столь важно. Важно, что завоевать путевки. В первый день турнира 7 ингушских дзюдоистов завоевали путевки на первенство России, которое запланировано на конец уходящего года. Итоги второго соревновательного дня подведут чуть позже. Церемония закрытия округа первенства пройдет в понедельник. Харун Аздоев, Хасмагомед Масигов, Новости 24. Около 30 семей Малгобека получат продуктовую помощь от диаспоры турков-месхетинцев. Благотворительную акцию приурочили к 76-й годовщине депортации своего народа. Земледельцы делятся с нуждающимися собственноручно выращенными овощами. Для удобства малоимущих семей помощь развезут поадресно. О братской поддержке Хава Газикова. Картошка, морковь, лук и свекла – все, что выращено своими руками на благодатной ингушской земле. Такую продуктовую помощь турко-месхетинская община в очередной раз оказывает малоимущим семьям. В Ингушетии диаспора проживает с 1989 года. За это время как республика, так и ее жители стали для них родными. Поэтому ежегодно к годовщине депортации турков-месхетинцев они проводят благотворительную акцию. У нас, если вы говорите, забудете свою историю, никогда не строите свое будущее и нынешнее, которое вы живете, не можете определиться. И мы не дадим никому забыть этот день. Не только сегодня наш день, это депортация, это, я считаю, депортация всего человечества, потому что в том числе были 8 народов, которые в 1943-1944 году были депортированы. Туда входят ингуши, чеченцы, карачайцы, балкарцы, крымские татары. Такие благотворительные акции диаспора проводит несколько раз в год, традиционно перед праздниками Гурб и Мархаш. Турецкий город Коня, их историческая родина, известна богатыми плодородными землями. И, как признается Бен Али, любовь к земле у них в генах. Первыми в списке, кому оказывают помощь, соседи. Больницы могут быть на интернете, могут быть он ходит куда-то, будет хил, соси баки на тварь, сей арбиашь, дела ханудин тахсун, десагиаш, اشتناخ ساغر زقت جواخش بركتي عن الله بيرش.
Весь груз сперва, это 25 наборов, направляют в городскую администрацию. За помощью в основном горожане обращаются именно туда. Продукты распределяют в социальном отделе и уже оттуда поадресно раздают нуждающимся семьям. Представлены в списке, это около 30 фамилий. Это в основном инвалиды, дети, колясочники. Дальше Беркати-Долг. Огромное спасибо турецкой диаспоре, то, что она посчитала возможным и нужным сделать вот такой небольшой подарок, садака для наших детей. Они сегодня показывают свое внимание, уважение и к местному населению, и почитают свою культуру, свои традиции, обычаи. Это и есть самое основополагающее в любом народе, когда мы ценим свою нацию и уважаем другие народности. Этой акции уже 14 лет, но по словам главы общины, и этого времени мало, чтобы выразить свою благодарность ингушскому народу за гостеприимство и добрососедство. Хава Гайзикова, Хасмагомед Майсигов, Новости 24. Маленький гений приютил пернатых. На территории столичного детского сада установили скворечники и кормушки для птиц. Акция по экологическому просвещению проходит в рамках реализации нацпроекта «Экология». Благородную миссию взяли на себя сотрудники Минприроды, а дети не остались в стороне. Они добавили свои креативные штрихи. Дана Плиева расскажет. Пару стуков молотком, и теперь беседку украшает новенький домик для будущих пернатых жильцов. Дети за всем процессом наблюдают внимательно, надеются, что птицы скоро обживут скворечники. Ведь уже начинает холодать. Зимовать в наших краях остаются воробьи, голуби, синицы, снегири. Но несмотря на умение противостоять холоду, большинство из них не доживает до весны. А такие домики помогут им согреться. Ну и, конечно же, нельзя забывать их подкармливать. Скворечники и кормушки для птиц привезли сотрудники Минприроды, но перед тем, как повесить, маленькие непосиды решили преобразить их. Где-то разукрасили яркими красками, добавили узоры, помогали с творческим заданием и воспитатели. Видите веточки? А его какие можно разукрасить, чтобы оно было похоже на настоящее? Правильно! Теперь птицы будут жить в красивых домиках, ими украсят все беседки, а еще появятся кормушки. Греться и подкармливать пернатых смогут и в других дошкольных учреждениях. Все в рамках акции по экопросвещению. Она часть нацпроекта «Экология». Среди дошколят она проводится впервые. Дети своими руками разукрасили скворечники, и с их помощью мы будем показывать им, нашим маленьким гражданам, о том, что нужно беречь природу, окружающий мир и животных в том числе. И в этой части мы им хотим показать о том, что природа – это очаг, главный наш очаг, который надо беречь, и будем закладывать, будем показывать о том, что ее надо беречь. Заботиться о пернатых, которые скоро поселятся на территории садика, дети обещают. К тому же о птицах они знают очень много. Голуби бывают, оперение у них. Ну-ка вспомните. Еще какого цвета? Темно-синий. Почти все хотят, чтобы в скворечнике поселилась синица. Ее они видели только на картинках, но знают, чем кормить. Почему именно с целью? Потому что если мы ей дадим жареные семечки, то тогда у нее будет живот болеть. Голубя, ворона и сороку, как они мне сказали, они уже видели на нашем участке и не раз. И стаи видели, и в одиночном виде видели. Нам теперь интересна именно синица. Теперь мы знаем, как она выглядит, и мы будем ждать именно эту птицу. А еще дети мечтают увидеть белку, лисицу и кролика. Воспитатели рассказывают им о флоре и фауне. Любовь к окружающей среде необходимо прививать еще в саду, уверена Зарема Барзагова. Планета – это же наш дом, а экология – это основная часть, основная база нашей планеты. То есть планета – это и есть природа. Если мы сегодня не будем о ней заботиться, не будем прививать любовь к детям, в завтрашнем дне наше будущее, наши дети от этого будут страдать. Естественно, их нужно приучать к тому, что ее нужно не только беречь, сохранять, а наоборот приумножать, добавлять и относиться к ней с любовью. Приезду гостей дети рады не меньше, чем новым домикам, потому ждут их в гости еще раз. Также в ближайшее время экологи планируют вместе с детьми высадить здесь саженцы. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Благотворительный фонд МЯЛ проводит бесплатные курсы иппотерапии для детей с инвалидностью. Проект выиграл в конкурсе президентских грантов. Аутизм, ДЦП, инсульт – все это показания к занятиям верховой ездой. О реабилитации детей сюжет Хавы Гагиевой. Молодец, да. Молодец. Право. Давай право, право, право.
Похвала за усердие, 3 верных защитника и четвероногий друг. Так проходит сеанс ипотерапии у 4-летнего Саида Магомеда. Мальчик с рождения болен тетрапорезом. Лечебная верховая езда ему необходима. Лошадь он теперь не боится, быстро подружился. А после нескольких минут занятий юный всадник уверенно смотрит вперед и выполняет упражнения с инструктором с особым трепетом. Идем. Тянем вот этот влево. Видишь, влево уходит. Один сеанс ипотерапии подразумевает получасовую прогулку на лошади и выполнение нескольких упражнений на растяжку мышц. Прописывают ее и маленьким детям, и даже пенсионерам. Главное соблюдать технику и не переходить на галоп. Просто самое важное, страховать нужно этого ребенка. Без страховки вот, он может и подскользнуться, может конь, и все что угодно может произойти. Поэтому очень ответственно, чтобы страховать. И правильно, чтобы делал этот ребенок упражнения, смотря какая у него проблема, с какой проблемой он пришел по здоровью. А вот Илья Хамхоева не сразу полюбила занятия верхом. То страх высоты, то неудачные попытки удержать равновесие вначале не вдохновляли. Однако сейчас вместе с сеансом ипотерапии девочка с удовольствием проходит курс обучения верховой езды. Даже выделила для себя любимые упражнения. Нравится уздечкой мне больше всего кататься. А вот я видела у тебя упражнение, когда ты лежала на лошадке. Скажи честно, нравится это? Не очень. Не очень? Да. Почему? Потому что лошадь двигается, и я чуть-чуть сползаю, и чуть-чуть не страшно было. Во время верховой езды у страдающих аутизмом или ДЦП работают именно те мышцы, которые обычно в остальное время находятся в бездействии. Здесь очень важно, чтобы у наездника была необходимая экипировка в виде жесткой или мягкой касок, в зависимости от погоды, и ремней. И здесь у нас ручки. То есть как человек, который страхует, он всегда может схватить его за любое положение. И есть, которые спину не держат, дети. Мы можем всегда вот так фиксировать спину, держать его и помогать ему. И это безопасность тоже. Как я и говорил, безопасность ребенка – это самое главное. Лошадь по кличке Мамук уже многим родителям подарила надежду на выздоровление их детей. Она проходила обучение у специалистов из северной столицы. Ну а пока одни занимаются верховой ездой, другие ждут своей очереди. К слову, Ахмат Хаутиев даже поделился с нами небольшим секретом. Ну, мне чуть-чуть холодно, но несмотря на это, я сюда пришел. Ахмат, а вот какие упражнения ты выполняешь, чтобы не замерзнуть? Мне больше всего нравится там, нам говорят вот руками двигать наверх. Мы делаем вот так вот и вот так вот. Бесплатные курсы ипотерапии для детей с инвалидностью проводят сотрудники благотворительного фонда МЯУ. Это стало возможным благодаря проекту-победителю на конкурсе фонда президентских грантов, сейчас срок реализации которого истекает. Однако сотрудники не намерены останавливать начатое. Землю для строительства манежа им выделили, теперь осталось найти средства. Сезон, когда меняется погода и не позволяют погодные условия, не хотелось бы прерывать такое лечение, прерывать ипотерапию. Желательно не ждать то время, которое они сейчас находятся, потому что дети растут, и надо вовремя давать то лечение, которое им необходимо. Еще Гиппократ утверждал, что раненые и больные поправляются быстрее, если ездят верхом. Показаний для такого метода лечения немало. К тому же реабилитация посредством лечебной верховой езды уже не раз доказывала свою эффективность. К слову, родители могут не переживать. Здесь каждая лошадка хорошо обучена. Спокойные и дружелюбные, они подружатся с каждым. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Футбольная академия «Спартак Юниор» проводит набор учеников. Сейчас в школе обучаются около 500 ребят в 10 возрастных группах со всех уголков региона. Ингушский филиал открылся летом этого года. Основная цель – поиск талантов. Привлекли и тренеров. Проект реализован при поддержке благотворительного фонда «Борись и побеждай». За тренировкой футболистов наблюдал наш корреспондент. Центра начинают передачу. Центра! Пошла! Технические навыки приема передачи мяча как основа лучшего взаимодействия игроков на поле оттачивают воспитанники Академии футбола «Спартак Юниор», среди которых Инсар Гизгиев. В свои 16 лет он мечтает стать профессиональным футболистом. На пути к своей мечте он тренируется по несколько часов 3 раза в неделю. Мы развиваем атаку за один пас и бежим за спину. Вот мы отдаем передачу, ты бежишь за спину своему напарнику. А для чего это делается? Ну, для развития атаки в игре. Мечта попасть в свой любимый клуб, играть в Англии и выиграть Лигу чемпионов.
На стадионе пока тренируется одна возрастная группа. На улице быстро темнеет, но это не повод останавливать занятия. На поле появляются спортсмены постарше. Всего в Академии «Спартак Юниор» обучаются около 500 ребят со всех населенных пунктов республики. Магомед Нальгиев, Селения Троицкая. Он нацелен стать высококлассным нападающим. В школе уже посещал работу позиции нападающий. Если нападающий Открытие филиала Академии футбола «Спартак Юниор» в Ингушетии – это шанс для юных дарований громко заявить о себе на всю страну. Как это сделали братья Бакаевы и Магомед Аздоев, считает Анзор Садиров. Главный тренер АТ «Кузница» футболистов отмечает: ингушские ребята очень талантливые и отличаются лидерскими способностями. Республика дает хорошие кадры футбольные. И неспроста та же Академия Черенкова, другими словами Академия «Спартак Москва», довольно-таки быстро согласилась сотрудничать с нами и дала согласие на использование своего бренда. Я без ложной скромности могу сказать, что уже сегодня это, наверное, больше, я буду откровенен, это нисколько сейчас не наша заслуга, как работников Академии. Это больше говорит о том, что здесь есть талантливые ребята, просто мы должны эти таланты развивать и находить. Обучение в Академии проходит 10 возрастных групп. Наставников для всех тоже хватает. Их пригласили из разных регионов страны. Помимо стадионов в Магасе, юниоры проводят тренировки и во Дворце спорта. И по словам Магомед Амина Евлоева, останавливаться на этом они не собираются. Академия обеспечена всем необходимым: мячи, барьеры, конусы, фишки для дриблинга и тренировочные лестницы. Да и вообще, работая в тесном взаимодействии с одним из ведущих клубов России, это большие шансы выйти на мировой уровень футбола. Если честно, у нас очень талантливые дети. Даже тренера, которые приехали из других регионов, не ожидали, что у нас есть такие дети. Подтверждение тому, что мы уже на протяжении этого маленького периода, который мы работаем, мы уже нашли тех детей, которые мы уже можем отвезти в Москву. Вот мы ждем, пока мы сделали заявку уже, и ждем, пока нас приглашат. Нам очень сильно оказывает поддержку фонд «Борись и побеждай». С их помощью, своим ресурсом мы все-таки добились того, чтобы у нас в регионе открылась школа. Поиск юных талантов в школе начали в августе. Набор учеников еще не окончен. Нужно прийти к нам, заполнить анкету. Мы его определим в ту или иную группу, возраст, в соответствии его с возрастом, умением уже играть в футбол. Ну и, соответственно, уже учеба, где с профессионалами футбола, которые мы привлекли с других регионов, в частности Москва, будет тренироваться под их контролем. Идея запуска такого проекта в нашем регионе появилась задолго до пандемии, но вмешался карантин, и весь процесс тогда приостановили. Открытие Академии «Спартака» в республике станет еще одним шагом в развитии этого вида спорта среди подрастающего поколения. И можно с уверенностью сказать, ингушский футбол выходит на новый уровень. Зелимхан Калоев, Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетии.